Добрый день, дорогие наши зрители. Сегодня будем говорить на русском, чтобы было ясно, понятно мировому сообществу и нашим зрителям о том, что наша сегодняшняя тема 21 августа был Международный день памяти почтения жертв терроризма. И я хотел сделать эфир, но не смог. И 22-го, это касается Таджикистана, потому что проблема Таджикистана, именно ситуация в Таджикистане зависит от этого нашего эфира. И 22 августа был Международный день памяти жертв актов насилия на основании религии и убеждения. Многие политические беженцы за религиозные убеждения пришли в Европу и просили убежище, потому что в Таджикистане им запрещают носить бороду, например, и платок не разрешает. Поэтому мы будем говорить о Эмомали Рахмону и его системе, как он работает. Дорогие граждане, и все наши факты будут прикреплены в нижней части описания нашего видео, на основании фактов будем говорить. Дорогие граждане Таджикистана, уважаемые представители международного сообщества, глав государств, сотрудники специальных служб, безопасности, разведывательных служб, международные журналисты, правозащитники и аналитики. 21 августа мир отмечает каждый год Международный день памяти и почтения жертв терроризма, учрежденной Организацией Объединенных Наций. И 22 августа мир отмечает Международный день памяти жертв актов насилия на основании религии или убеждений. Эти два дня напоминают всему миру, что терроризм и насилие на религиозной основе – это не только преступление против невинных людей, но и угроза человечеству, демократии и верховенству права. Бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан сказал: терроризм – это прямое нападение на право человека, на демократию и на верховенство закона. Мою биографию я буду говорить. Я из Атулу Добоев, гражданин Республики Таджикистана, отслужил 2 года в армии, учился 5 лет в юридическом факультете Таджикского национального университета, 11 лет работал Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, от следователя до старшего оперативного уполномоченного сотрудника, борясь с экстремизмом и терроризмом. В 2017 году из-за моей борьбы с международным терроризмом, потому что сын Эмомали Рахмона в одном моем проведенном операции борьба с международным терроризмом, я работал на оперативным задержанием родственников Гулмурод Халимова, и фигурировал сын Эмомали Рахмона, Рустам Эмомали. Я чистый свидетель, есть факты, я прикреплю на нижней части нашего видео. В 2017 году из-за моей борьбы с международным терроризмом против криминального режима Эмомали Рахмона и его сына Рустам Эмомали, который покровительствует, финансирует международный терроризм ИГИЛ-К, провинция Хуросан. Там его учитель Гулмурод Халимов там фигурирует, и он все управляет. Они были все эти замешаны тогда еще, когда он был в Сирию, потом пришел в Афганистан. Я потерял все, работу, родину и безопасность. Как следователь и юрист, я утверждаю, как бы ни был преступник, он всегда оставляет свои следы.
факты и доказательства. Все крупные террористические акты последние десятилетия, как внутри Таджикистана, так и за его пределом несут отпечаток руки Эмомали Рахмона и его сына Рустама Эмомали и его клана. Потому что все теракты, которые совершали таджики, имеют код, день, который они совершают. Если плюсуем, получается день рождения Рустама Эмомали, день рождения Эмомали Рахмона и его клана, региональный клан. У нас есть на нашем канале аналитические базы, которые сможете зайти и все прочитать сами через линки, факты, СМИ, аналитиков. Теракт в Душанбе, например. Я сам был следователем тогда. Был следователем. Первое. Теракт в Швеции в 2017 году. Атакующий связан, тот, кто совершил, связан с ИГИЛ таджикского происхождения. В Швеции там тоже пострадали люди. Две террористические акты в Иране, которые тоже совершил гражданин Таджикистана, и те, которые, если плюсуем, опять все теракты в Швеции, если плюсуете даты совершения терактов, получается день рождения или день рождения Эмомали Рахмона или его сына, понимаете? Или регионального клана, понимаете? Или две террористические акты в Иране, которые тоже такое. Две террористические акты в Турции, тоже так. Мы прикрепили линк, вы сами заходите и посмотрите. Заходите на наш сайт, я сейчас покажу еще, как надо зайти и куда смотреть. Там есть на английском аналитические базы, на немецком, на русском, на всех языках. Иране две раза в Турции, стрельба в аэропорту Кишиневе, террористические акты, которые хотели совершать в Европе, но их предотвратили и задержали. И террористический акт в России, последний, который в Крокус-Сити, тоже имеет такой характер. Если плюсуем даты, получается даты, день рождения или месяц, если плюсуем Эмомали Рахмона, или плюсуем день рождения и месяц Рустама Эмомали, все. Вот так получается. У нас есть коды, которые в нашим предыдущих записях есть. Вы можете узнать. Эти факты доказывают. Режим Эмомали Рахмона использует терроризм как инструмент власти. Режим Эмомали Рахмона использует терроризм как инструмент власти. Его сын Рустам Эмомали не только продолжитель этой преступной политики или диктаторской политики, он является прямым учеником, воспитанником международного террориста Гулмурод Халима, бывшего командира ОМОН Таджикистана, ставшего одним из лидеров ИГИЛ, сейчас провинция Хурусон, там добавляли там. Это факт не является секретом. Весь мир и все разведывательные службы знают об этом и имеют много доказательств. Семья Рахмона не защитники таджикского народа, а организаторы международного терроризма. Не только внутри Таджикистана, и за пределами его. Цитаты великих лидеров. Франклин Рузвельт. Единственное, что мы должны бояться, это самого страха. Нельсон Мандела. Мужество – это не отсутствие страха. Это вдохновение для других преодолеть его. Заключение. Сегодня 21 каждого августа, 22 августа мы чтим по всему миру, чтим память жертв терроризма и жертв религиозного насилия. Мы скорбим по невинным жизням, но также заявляем, мы больше не будем молчать. Я, как лидер политической народной демократической движения Таджикистана, АМАТ, призываю к международному расследованию. Я линк поставлю, там наши заявления, Международный уголовный суд тоже есть по этому поводу. Чтобы я международное расследование роли режима
Эмомали Рахмону, его сына Рустама Эмомали в глобальном терроризме. К признанию этого режима как источника угрозы человечества. Потому что во всех терактах, которые они совершали, ладно, если не берем Таджикистан, если берем Швецию, если берем 2 раза Турцию, если берем 2 раза Иран, если берем Россию, столько, 1 раз в Афганистане, 2 раза в Афганистане даже, столько людей умерли, столько людей погибли. У них есть близкие. Те, которые будут слушать во время вот этих терактов, ваших близких потеряли из Швеции, из Турции, из Ирана, из России. Я поставлю линк, через линк заходите, нижней части нашего записи на английском, все заходите и распространяйте это. Я насчет то, что случилось в России даже, я обращался в МУС. Во всех террористических актах, которые они совершили, в МУСе идет расследование. По этому поводу тоже. И все должны поддерживать нас, чтобы справедливость побеждал, чтобы просто он сын президента, понимаете? И президент совершает такие вещи. А ему есть иммунитет. А чтобы сломать этого иммунитета, надо бороться. Поэтому поддерживайте нас. К признанию этого режима как источника угрозы человечества. К поддержке таджикского народа в его стремлении к свободе и демократии. Дайте мне и моей команде, которые многие внутри, ресурсы и шанс мы очистим Таджикистан от очага международного терроризма. С уважением, Иззатолла Дадалоев, лидер политической народной демократической движения Таджикистана АМ. Вот заходите в наш YouTube канал, каждый, кто будет видеть. Зайдете, вот наш логотип. Если заходите, видите, плейлист, записи. Заходите, вот есть аналитика здесь. Идете самый вниз на английском, на других языках. Все, что есть, читайте там на разных языках. Даже оппозиционеров они так арестуют, так экстрадируют, так убивают, понимаете? Инакомыслящих, демократически мыслящих людей из других регионов через такие коды они уничтожают, ликвидируют. То есть. Вот этих людей, всех на основании этих кодов, датов и террористических актов, которые я говорил, тоже на основании таких дат они совершают. Это просто код. Вот здесь заходите, вот есть здесь все фото, здесь зайдете на английском, есть, будете читать, все здесь есть, все. И я линк поставлю, здесь коды, все есть. И в нашем Фейсбуке, Facebook и Telegram, наш каналы прикреплено, наш Telegram канал и наш Facebook. Заходите там, и там тоже есть. А если Telegram заходите, там есть заявление в Гаге, и там тоже все зафиксировано четко, все детально. Будете знать на английском только, если кто знает английский язык. Просто надо бороться с ним. Почему надо бороться? Потому что мир знает, все спецслужбы мира знают, что руки сына Эмомали Рахмона во всех терактах есть. По его заказу, он заказывает своему учителю Гулмурод Халимову, он отправляет в разных странах мира своих террористов. Таким способом он угрожает, ультиматум ставит, понимаете, по всему миру. Это международная проблема по всему миру, если где есть опухоль планеты Земля, который заражает всему миру, это Таджикистан, это Эмомали Рахмон и его сын, и его клан. Просто он своего учителя отправил в ИГИЛ, и там он командует, и через это бизнес они делают таким путем, понимаете? Типа борются с терроризмом, но они сами совершают, они во всех этих 5-6 терактах, которыми, я говорил,
То, что на Таджикистане один раз был в 2012 году во время Навруз праздника, а потом в Швеции в 2015, Иране 2 раза, и Турции 2 раза, и России. Во всех этих, Афганистане, во всех этих терактах стали простые люди, простые граждане. Что христиане, что мусульмане, что другие религиозные. Поэтому наша тема посвящена жертве терроризма и жертве по религиозным причинам. Поэтому он других людей, оппозиционеров, которые нормальные оппозиционеры есть, просто они, Таджикистан 99% мусульмане живет там, и других людей давят, чтобы они простые люди, просто читают намаз и соблюдают ислам в определенном степени. Но Эмомали Рахмон вот таких людей выгоняет, а настоящих террористов задерживает там в Таджикистане. Даже в тюрьмах Таджикистана они специально готовят таких людей через фальшивых паспортах, через другие имена отправляют в Европу в разных странах, чтобы совершать теракты. Именно таких людей, таких террористов. Сначала поймает, им отдает, например, в Афганистане поймает, служба в Афганистане, как во время Ашраф Гани, сейчас Талибан тоже, если поймает, им отдает. А если Иран, другие страны поймает, им отдает, они обратно этих людей готовят под другими именами и отправят. Понимаете? В разных странах. Поэтому надо бороться с ними. Надо доказать. За этими все, кто стоят, сын его, Рустам Эмомали. Он через страх, через вот этот страх, чтобы миру угрожать, хочет стать президентом. Понимаете? Все. Он угрожал, в страхе держит народ. И когда мировое сообщество, мировые лидеры, государств, стран, держав, таких как Америка, Европа, Китай, Россия и другие страны, если не поддерживает его сына, он совершает вот этих странах теракты. Понимаете? Чтобы свои ультиматумы поставить. Он таким стал, таким сделали его. Это опухоль Средней Азии. Ладно, если он станет президентом, допустим, если он станет, я 10 лет имею опыт работы с международным терроризмом и радикальным экстремизмом. И если он станет, например, если президентом, у него что в уме? Представьте, каждый, кто мировое сообщество, все разведслужбы Центральной Азии, страны СНГ, все, Европы, Китая, все слушайте, что у него в уме. Каждый, кто работал в этой системе, он знает, такие люди на чего способны. Он вырос избалованным, сын президента. Он имеет на всего доступ, ресурсов, все. Он стал таким, да. Эмомали Рахмона, может быть, время не было у него для воспитания своего сына. Но он стал таким. Но кто будет гарантировать, что завтра он станет президентом, идет в каком-нибудь саммите, международном саммите, где лидеры стран и будут терроризировать их или совершать теракты. Такие вещи. Или отравлять, или другие намерения. Есть, да, у него. Это такой человек. Как можно верить такому человеку одна из стран Центральной Азии? Особенно буферную зону, которая с границы Китаем. Я не против Китая, я уважаю Китай. Я не против Америки, я уважаю тоже Америку. Я не против России, я всех уважаю. Что Европу? Всех уважаю. Но надо же решать эту проблему. Да, мир хаоса. Украина, проблема Украины с Россией, проблема в Газе, проблема Израиля. Это все искусственно создано. Но основной опухоль проблемы мира находится же там, в Таджикистане. А почему они не реагируют? Потому что он платит. Он в течение 35 лет очень много зарабатывал. Весь со своим кланом. И платят, чтобы мир
отвлекли мысли других людей, наблюдателей, которые наблюдают, мировое сообщество, аналитиков, правозащитников, тех, кто борется с такими преступлениями, чтобы отвлекать их мысли, он платит на эти войны даже, чтобы даже отправлять там своих людей, чтобы отвлекать внимание. Но особенно я обращаюсь к лидерам стран Центральной Азии, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Китай, даже Афганистан и других стран, Иран, всех Центральной Азии и России. Нельзя допустить такого человека на такой уровень политики. Такого, как Рустам Эмомали. У вас есть много чего. В ваших разведслужбах Центральной Азии и даже Европе, в Америке много чего есть против него. Но пока вы держите это в секрете, потому что он платит. Но кто соглашается, мы, народ Таджикистана, не соглашаемся, чтобы какой-то террориста вы поставили нам президентом Таджикистана. И потом он чего-то совершал, и потом народ отвечал. Как это будет? Вы же поддерживаете доноры Эмомали Рахмона кто? Доноры Эмомали Рахмона Россия, Европа, Америка и другие страны. А доноры Эмомали Рахмона на это должны реагировать же. Он же пошел на вашей стране и совершал теракт. Его люди. Вот люди сына Эмомали Рахмона. А все молчат. Потому что на этих терактах люди, граждан Европы, например, Швеции, граждан Турции, граждан Ирана, граждан России, граждан других религий пострадали, умерли. У них есть родственники. И те, которые родственники, знаете об этих терактах, и ваши близкие пострадали от этих терактов, заходите на наш сайт, я показал и поставлю в нижней части этого видео тоже факты и доказательства, чтобы вы распространили, чтобы вы говорили, чтобы вы боролись. Из-за того, что я боролся с международным терроризмом, честно я вам говорю, в 2017 году, когда я провел операцию задержания родственника Гульмурод Халимова, 2 года я провел операцию в 2015 и 2017, и много его соучастников я задержал, те, которые поехали в Сирию тогда еще и приехали в Таджикистан с определенными заданиями. Но тогда у него, когда мы проводили прослушки, видеовизов, он через видеовизов, Гульмурод Халимов тогда находился в Сирии, потом пришел в Афганистан, говорил он с этими людьми, которые мы задержали, видеовизов, но он не понимал, что мы их задержали. Это оперативные мероприятия, вы знаете. А чтобы его соучастников, как он получал приказы, вот эти видеовизы мы зафиксировали, что он прямой приказ всегда получал через Рустам Эмомали. Понимаете? Он финансирует его. Поэтому он пошел в Сирию и сейчас пришел в Афганистан и там открыл ИГИЛ-К, ячейка К, типа провинция Хорасан, и там курирует он. Здесь находится диктатор со своим сыном, убивает народ и угнетает народ, уничтожает, проводит геноцид, этноцид в галстуках, но заказы дает своему учителю, чтобы бизнес делает таким способом. Получает заказы, дает отправляет и совершает они теракты по всему миру. Понимаете? Как работает их схема. Я поставлю просто одном обращении, внимание обращайте. В каждом теракте число теракта. Плюсуйте, заходите в Википедию, день рождения Рустама Эмомали, день рождения Эмомали Рахмона. И региональный их код 03 автомашинах есть, в Google, YouTube заходите, их автомашины, 0, например, 01 Душанбе регион в автомашинах, 02, например, регион Согд, Сагдийская область, 04 Памир, Бадахшан, горно-автономная область, и 03 это его регион. Если все это совмещать,
плюсовать, например, день рождения, месяц, год Эмомали Рахмона, получается те коды, которые совершали теракт. Понимаете? Или плюсуете дату и месяц Эмомали Рахмона день рождения, получается опять день вот этих терактов. Или плюсуете день рождения Рустама Эмомали или месяц, опять так. Вот так, короче, с такими кодами работает. Они не так умные. Заходите в наш YouTube канал, там, где я показал вам, и там увидите. Все и узнаете. Я говорил на русском, проводил этот эфир, потому что русский язык одна из язык международного общения. И в Организации Объединенных Наций возглавляет антитеррористический корпус, есть там все страны сотрудничают с ними. И там тоже глава этой управления тоже русский, чтобы они поняли. Мы не будем молчать, мы будем говорить. Из-за того, что я поймал его сына чисто причастности в терроризме, они что хотели делать? Убивать, преследовать. Все взяли от меня. И до сих пор вот в этих странах они платят, чтобы меня изолировали. Но я говорю, понимаете, я борюсь. Даже изолировали меня. Уже более 7 лет изолировали. 7 лет клевета. Я уже, не знаю, 5-6 раз себя оправдал через суд в Германии. Понимаете? Но я буду говорить. Потому что люди пострадали в этих странах из-за его деяний, совершенных терактов, его сына. Но нельзя молчать. Это есть истина. Надо. Правда, справедливость побеждает. Я верю в закон. Я верю, даже вот сейчас я нахожусь более 7 лет в изоляции. Не знаю, миллион раз, 100 раз оклеветали, 100 раз очерняли. Все, что делали, нападали, все. Но я говорю, я борюсь. Я не молчу. Не знаю, более 5000 писем отправили. Писем, официальных писем. С фактами, доказательствами. По всем международным организациям. У всех международных организаций есть все эти факты. Все доказательства. С аналитиками не только я анализировал это. Другие международные аналитики анализировали. И все линки я ставил. Все на основании фактов. Не только я говорю. Все говорят. Все специалисты по направлению терроризма из Америки и из других стран, журналисты, которые именно работают по этому направлению. Аналитики, международные аналитики. Все это мы совместили и отправили. Я отправил лично. Более 5000 писем. И более 10 тысяч в течение более 7 лет. Более 10 тысяч электронных писем. Честно я вам говорю. Во всех организациях мира. Честно. Они изолируют. Понимаете? Вот если заходим сюда, отправленные письма. Вот видите. Вот. Более 10 тысяч. В течение более 7 лет. Каждое письмо содержит более 30 листов. На основании фактов. Я юрист, следовательно работал. Я просто так не буду говорить. Даже во всех моих эфирах нижней части заходите, через линк, через законы я доказываю все. Но все молчит, потому что он президент, он сын президента. Да, а сын президента, которые террористы, они хотят поставить президента. А почему я буду молчать? Я не буду молчать, я буду говорить. 1 миллион киллеров отправили. Вот сейчас заход, принимаем гостя. Привет. Добрый вечер. Куда пропал сейчас?
Вот так. Говорите теперь. Ваш голос, слушаю вас. Я хотел бы Вот вам, такая ситуация. как будущий президент Таджикистана, хотел бы вам задать один вопрос, очень такой интересный. Хотел бы узнать ваше как бы мнение. Я слушаю вас. Хотели бы вы, допустим, сделать маленький союз между стран бывшего союза? Вот, допустим, Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, всех Почему? Почему состав нет? одного союза. Если Рустам станет, эти страны не доверят. Узбекистан верит? Нет. Он знает, что их разведслужба работает, они знают, что он террорист. Ученик Гульмурод Халимова. Если президент станет нормальным человеком, между странами откроются границы. Это нормально? Да, я с ними хочу, вообще границу хочу снимать. Почему? Зачем? Это мои соседи. Эмомали Рахмон проблему делает. Границу делал. Эмомали Рахмон сделал все это. Из-за чего? Я Из-за еще своего сегодня, бизнеса. я сегодня еще посмотрел, что открыли и исламский университет или что это, я толком и не понял. Хотел бы у вас спросить, у вас есть какие-то информации по поводу открытия? Это перекрытие. Они сначала преследовали те, которые исполняют столб ислама, мусульманов в Таджикистане, те, которые чисто мусульмане читают намаз, например, делают арузу, например, палатками ходят. Сначала их преследовали, их питали, их угнетали, их вообще изгнали из страны. А теперь, сейчас у него больше нет других вариантов, он создал эту систему, но после этого, то, что он открыл и пошел, опять сказал, в тот день, когда они открыли, на следующий день проводили рейд, многие дети, которые учатся, например, читают Коран дома, это обычно для как вот да. оштрафовали. Давайте далеко не будем идти. Я вам хочу тоже свою точку зрения сказать, выразить свое мнение, да, по этому поводу. Вот я тоже так подумал, что почему-то колдунов, да, вот извините, так сейчас позорно об этом говорить, потому что весь мир слушает, вот. Колдунов, они штрафы делают и выпускают. А те, которые людей призывают к исламу, к божеству, к верностям, к поклонам и к вере единого Господа в свое вселение, их в тюрьму сажают, им дают сроки. А потом раз, открыли этот университет исламского, ну, вы поняли, да, о чем я говорю? Да, Мне тоже так удивительно было. Я сегодня хотел вам позвонить вам хотел и это обсудить, ну, поговорить по этому поводу, почему так происходит. Но практически я тоже самое думал, то, что вы думаете, я тоже самое подозревал, что таким путем уже рыба хочет вылезти из воды, и как будто она была сухая и никогда не плавала в речке, да? Вот так я думаю. Очень-очень мне смешно стало. Поэтому я задал вам вопрос. Это я как бы ваш заместитель, первый зам нашего Freedom Nation Таджикистана, да, оппозиционной группы. Поэтому так мне это самое, я думал обсудить этот вопрос. Он просто делает политический хайп для своего сына, понимаете? Чтобы зарабатывать очки через вот эти открытия института исламского. Это институт был тогда. Еще находился около центрального мечета, в центре, около Чойхони-Роха. Там был, есть же мечеть, центральный мечеть города Душанбе. Там был такой университет. Тогда еще. Вот это, он просто здание открыл, понимаете? Здание открыл, но такой университет был в Таджикистане. Но это под контролем
спецслужб, должно быть под контролем спецслужб, это нормально, я ничего против этого не имею, должно быть везде контроль. Но то, что он простых людей изгнал, простых, сам сын замешан в терроризме, он сам через Гулмурод Халимов имеет канал и отправляет людей во всех странах совершать теракты. Но других людей, которые предпочитают ислам и другие, даже христианов он закрыл, Иегова он тоже закрыл, других тоже много есть в Таджикистане, которые он посадил в тюрьмах. Но он что сделал? Он, когда изгнал этих людей, простых нормальных мусульман, и потом создал опять, чтобы очко заработать, вот это открыл, чтобы оправдать свою вину перед мусульманским миром. Я так считаю. А если он, Рустам Эмомали, если он предпочитает ислам, если скажет, почему он совершает, например, в мусульманских странах его люди совершали теракт? Турция, мусульманская страна, 2 раза теракт совершали. Или Иран, мусульманская страна, 2 раза теракт совершали его люди. Через Гулмурод Хамин все они. Или, не знаю, Афганистан даже. В Афганистане они совершали несколько раз теракт. А ладно, это исламский мир. Я в этом вашем разговоре, да, хочу напомнить одно. Пускай русские, живущие в Таджикистане, не забудут, как их притесняли, как их под автоматом забирали их дома и унижали, избивали и выгнали из страны. Я так помню. Когда-то так было. Всегда. Это все создали люди Эмомали Рахмона. Я знаю, я когда работал следователем в Шохмансурском районе, это нынешний железнодорожный район города Душанбе, там много есть дел по факту. Убийства, присвоение чужого имущества, много чего есть. Многие люди, русские, евреи, русские были. Я расследовал такие. Например, я одну дело расследовал, который потерпевший был из Израиля, бухарский еврей, который жил когда-то в Таджикистане. И у него было, короче, дом, магазин. Когда началась война, вот это присвоил кто? Юсуф Рахмон, нынешний генеральный прокурор. Понимаете? Он был боевиком, и он присвоил эти дома. И этот мужчина, когда Эмомали Рахмон какого-то год поедет в Израиль и встретится с этим мужчиной, и он скажет, я хочу обратно взять свой дом, поможешь мне? Эмомали Рахмон обещает, и он приходит в Таджикистан и 10 лет пишет. 10 лет пишет везде, во всех инстанциях, и не сможет получать свой дом. Потом ко мне пришел с столькими бумагами, где-то я все изучал, и вышел, тогда еще Юсуф Рахмон не был генеральным прокурором, в аппарате президента работал по отделе администрации по безопасности. Сейчас работает, вот этим должностью он работал. Тогда я встретился с ним, и вот с этим гражданином Израиля, который он был гражданином Таджикистана когда-то, гражданином Советского Союза. Их все обоих посадил, потом они договорились, и он отдал. Еще я был одно случай, я сам расследовал. То, что я сам расследовал, я говорю. Еще одно случай было. Один русский, который пошел, например, в Россию во время начала гражданской войны, он пришел в улице Истаравшан, есть центральная улица, около, вот, есть Министерство юстиции, знаете, да, Национальный банк есть. Там есть политехнический университет, там есть улица Истаравшан. Там тоже у него дом был, трехкомнатный. Его тоже взяли вот эти боевики, Эмомали Рахмона, и они убегали тогда, потом, когда все, Таджикистан, война закончится, они пришли и начали написать заявление, потому что оригинал документы они с собой взяли. Вот этот гражданин Израиля, который
поехал в Израиль во время начала гражданской войны, он тоже захватил документы и пошел. Они фальсифицировали документы и присвоили вот чужое имущество этих людей. Они сами убивали. И что русских? Всех они убивали сами. Это просто они не говорят сейчас об этом. Потому что это искусственно созданная война со стороны их кураторов. Все. Там сейчас как вот создана их оппозиционная система. Вот так тоже было тогда. С обоих сторон их люди были, агенты КГБ, и между собой такую войну организовали, и простого народа убивали. А как сейчас? Вот совершает теракт Рустам Эмомали, попадает, задерживает других людей. Но не скажет, но спецслужбы всего мира, которые расследуют эти теракты, что в Швеции, что в Турции, что в Иране, что в России, они знают, что он заказчик. Они знают, но не говорят. Но я заставлю их говорить. Я не буду молчать. Вот такая ситуация. Еще что-нибудь хотите говорить? Да, спасибо большое. И я вот это все хотел, чтобы народ знал, кто куда двигает, кого двигают и куда идет судьба Таджикистана и молодежь, и подростковые, да, вот, допустим, чтобы знали все, что не думали, что кто-то на кого-то наговаривает ради власти. Здесь люди вышли себе, рвут кусками. Допустим, мне и как бы другим, которые здесь выходят свою точку зрения, выражают свое мнение по поводу народа, да, чтобы народ жил, народ не унижали, не убивали, не это самое. Вот из-за религиозных, все знают, чтобы остановите своих детей, и своих близких, своих родственников. Войну в Украину, они идут еще видеоролики, делают, хвастаются. Да, вы кого защищаете? Вы одну сторону защищаете русских, я не говорю, я не национализм, я не националист. И этому никогда не занимался. И они хвастаются. А сами смотрите, что творят в России. Открыли свои типа батальон русского добровольцы, русских для русских. А почему они такие орлы, такие сильные, не идут в войну в Украину? Наши заставляют, наши там погибают, наши умирают. И еще наши хвастаются там, что мы за Россию. Слушайте, я не буду здесь обсуждать войну Украины и России. Поймите правильно. Потому что я не пророссийский, не проевропейский, не прозападный, проамериканский, не про китайский. Понимаете? Я знаю, мне интересен моя страна, Таджикистан, таджикский народ. Я всегда говорю, это одна нация. Что русские, что украинцы. Для меня лично. Одна идентичность, генетический код крови у них. Это все ради чего они сами знают. Я против всех войн. Лично я против всех войн. Я хочу, чтобы они примирились. Лично, если мое мнение, они примирились, договорились. Пусть сейчас идет между ними беседа, что Европа вмешивается, что в Америке, они должны найти язык и прекратить вот эту войну. Я насчет мира. Но не буду я здесь... тоже, я тоже за мир. Я тоже за все это. Почему они... Таджикам хочу сказать, не идите никакую Чтобы страну. они никуда не... Идите Таджикистан. Освободите свою страну от Эмомали. Уничтожили себя. Вы нам нужны. Поэтому вот так. Мое мнение насчет этой войны-то. А весь народ Украины, что народ России знает, зачем эта война. Почему? Я не хочу здесь обсуждать эту тему. Честно. И даже чат GPT напишет, они
скажет, не знаю, любой АИ, искусственный интеллект задает вот этот вопрос, зачем эта война, он отвечает, не я. Технология отвечает, зачем это война. Но я хочу, чтобы они примирились, что Россия, что Украина. Это мое мнение всем. Пусть договариваются они. Сейчас идет переговоры, они тоже умные, что Зеленский, что там Путин, что Трамп, что Мерц там сейчас зашел. Они должны найти, чтобы вот урегулировать ситуацию этого конфликта. Что здесь, что в Газе, что в Израиле. Они должны... Проблема Эмомали Рахмон. Они должны прекратить вот эти войны в Украине, Газе, все это прекратить. Надо решать проблему Эмомали Рахмона и его сына. Потому что он не только совершал теракты в Таджикистане, он совершал теракты за пределами Таджикистана, его сын Рустам. Понимаете? За пределами. Даже в Европе, даже в России, даже, не знаю, во всех странах мира. Турции, Иране, в Афганистане. Поэтому надо решать вот эту тему. Вот это была наша тема. Если кто-то захочет зайти, заходите, будем общаться, кем мы не были, насчет нашей темы. Если есть вопросы, буду отвечать. Если нет, благодарю за участие. Я буду прикрепить в нижней части нашего видео все факты и доказательства на английском. Заходите и все сами анализируйте. Каждый теракт, дату плюсуйте, день рождения Рустама Эмомали, его фальшивый день рождения в Википедии 19 декабря 1987 написано. Но его настоящий день рождения 19 декабря 1985. У нас есть записи, вы найдите все это. Поэтому, если плюсуете все эти даты, его регион, дата день рождения Эмомали Рахмона, вы найдете факты. И все эти теракты, которые совершали во всех странах, что Швеции, что 2 раза Турции, 2 раза Иране, России и в Афганистане, все эти люди, происхождение этих людей из региона правящего элиты клана, правящего клана. Понимаете? Все вот эти люди, которые совершали все это. И это все разведслужбы мира знают. Потому что он создал террористическое государство. Понимаете? А просто своих террористов держит нейтральные зоны между Таджикистаном и Афганистаном. И там командующий Гульмурод Халим. Понимаете? Он рулит там. А здесь они, если какая-то страна, например, Казахстан или Кыргызстан, не знаю, Турция или какая страна не слушает, или Европа их не слушает, Эмомали Рахмона, не знаю, кто-то не согласен, не согласованно станет, Россия или, не знаю, Америка, он закажет ему, он отправляет там оттуда людей, паспорт и все сделает, они отправят там, террористы, и он совершает террор. Все. Вот такая схема у них. Это уже не секрет по всему миру. Все спецслужбы мира это знают. И они должны решать. Мы не хотим, таджикский народ, чтобы нашей страной в дальнейшем, будущем правил какой-то террорист, ученик террориста. Он сейчас совершит террор. У него против него во всех странах мира уже есть компромат. Завтра будут спросить его. Нас будут спросить. Он завтра на какой-нибудь саммит пойдет, его сын, и совершает какой-нибудь теракт. Не знаю, отравит кого-нибудь. Разные террористические действия совершают люди. Может быть, отравит какого-нибудь лидера стран. И что? И кто будет отвечать? Кто будет отвечать? Из-за того, что у меня 7 лет все спецслужбы мира, эти страны все с Эмомали Рахмоном сотрудничают. Изолировали, чтобы я не говорил? Нет, я говорю же. Я более 5000 писем отправил. С фактами доказательствами. Я работал следователем, я работал оперативным сотрудником более 10 лет. Я знаю, как надо обращаться.
На английском языке, немецком, во всех языках, французском. И более 10 тысяч электронных писем. Всегда пишу во всех саммитах, которые проходят. Заходите, есть мое комментарий с этими фактами. На английском, на русском, во всех языках. Многие блогеры мира знают. Ко мне выходят, общаются аналитики, специалисты. Охрана первых лиц выходит на меня. Я им объясняю, они понимают. А почему мир молчит? Все мировые сообщества не знаю. Те, которые доноры Таджикистана молчат. Потому что вам выгодно было Рустам Эмомали поставить. Ну, народ не согласен. Зачем террорист становится нашим президентом? Это что такое? Поэтому мы будем говорить, бороться до конца. Я поставлю даже свой линк нашего заявления в МУС. Даже там я предоставил вот эти теракты, которые в Швеции, России совершили, Турции совершили, Иране совершили, в Афганистане, во всех этих странах совершили. Я в МУС, Международный уголовный суд отправил. И вы будете читать. Заходите в наш Телеграм, прикреплено он в нашем канале, наш Фейсбук. Все анализы есть. Даже наш канал. Я сказал. Просто читайте, как охотятся они, депортируют, изолируют, дает приговоры, выходят приговоры судов, когда в день задержания оппозиционеров. Все это плюсуйте, и вот эти теракты плюсуйте, и день рождения Эмомали Рахмона и Рустама Эмомали плюсуйте. Все это выходит. Есть мои записи на разных языках, досках я объяснил. У меня нет такой хорошей условия, чтобы я четко объяснял. Я нахожусь более 7 лет в изоляции. Из-за того, что я расследовал эту дело Гульнур Халифа и узнал и поймал его сына. Понимаете? Его связь, что он заказчик, он финансирует международный терроризм. Центральная Азия. Он покровительствует. Он получает заказы и отправляет через Гульнур Халифа. И столько людей пострадали. Вот этих террористических актах в Швеции в 2015 году Акилов Рахмат совершил. Я знаю имена даже этих людей, которые совершили. Или в России, или Иране 2 раза, или Турции 2 раза. Сколько людей умерли, пострадали. Если умерли, не знаю, 1000 людей, более, может быть, 300 или 400 людей из разных наций, что турки, что иранцы, что Швеции, что христиане, что России, а более миллиард или 2-3 миллиарда людей, которые смотрели на YouTube эти видео, факты этих терактов, они пострадали психологически. Более 60% населения мира, которые посмотрели эти теракты, все смотрели. Почти 90% населения мира, почти 7 миллиард населения мира смотрели эти видео. Всех этих терактов, даже Крокуса. И они пострадали психологически. Из-за одного кого? Сына Эмомали Рахмона. Рустама Эмомали. А мир молчит. Мир не должен молчать. Всем я обращаюсь к мировому сообществу, аналитикам, военным аналитикам, специалистам по этой направлению терроризма и журналистам, международным журналистам, аналитикам. Вы должны говорить. Вы же не как я, не на изолированной ситуации. Вас же не наблюдают, вы должны говорить. Ваши граждане в Европе тоже он совершал, в Швеции, тоже умерли люди, говорите. В Америке, не знаю, в России совершал. Почему не говорите? Потому что Владимир Путин не разрешает вам говорить о Рустаме Эмомали, да? Его отец на него служит. Нет, надо говорить. Поэтому надо бороться с этим. Наша тема была на этом посвящена, я говорил, я буду говорить на основании фактов, сказал я вам, в нижней части описания под видео, поставлю все на английском, и вы будете читать, узнать
о том, кто является устами имам Али, кто является имам Али Рахман. Империя терроризма была наша сегодняшняя тема. Понимаете? Он империю создал в Средней Азии. Он говорит, что нет террористов. Он между Афганистаном и Таджикистаном есть определенный коридор, знаете, да? Нейтральный коридор есть. Вот именно там он сформировал вот эти террористические группировки из своего, основном из своего южного региона, эти террористы, основном из его региона. Он создал вот это. Командир, кто? Гульмурод Халимов, из командира тоже из его региона, его люди. И он получает из международных сообществ, я борюсь с терроризмом, говорит, я борюсь с терроризмом, я буферной зоной, и получает деньги. А сам отправляет вот этих террористов в других странах, чтобы они совершали, чтобы опять деньги получать. Все, это бизнес делает. Он угрожает всему миру, что в Китае, что в России, что в Европе, что в Америке. Всему миру. И получает бабки. Все. Вот есть правда. Желаю вам всем удачи. До следующей встречи. Ставьте лайк, распространите видео. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите наши видео, обзоры. Много чего интересного есть. Интересного и полезного тоже есть. Для жизни. Удачи вам.